Искусство — это не то, что ты видишь, а то, что ты заставляешь видеть других, сказал Эдгар Дега. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. И сегодня мы в гостях в Национальном художественном музее у его хозяйки Влады Тимофеевой, генеральный директор Национального художественного музея, лауреат Госпремии в области науки, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, отличник культуры. Все перечислила? Да, все. Влада Владиславовна, когда вы решили, что вы станете вот именно искусствоведом? Или был какой-то переход? Да, я знаю, что вы же начинали как художник, вы же закончили художественное училище, да? И... Это очень естественно прошло, действительно с детства шло. Было очень романтичное представление об этой стезе, и много читала про художников. Естественно, я уже для себя как бы сформировала свой путь, подумала, что обязательно поступлю в институт имени Репина, в Санкт-Петербург. У вас в семье были традиции? Нет, мой отец, он космофизик, кандидат наук, изобретатель СССР, а мама у меня филолог, очень известный профессор СВФУ. Филолог, языковед, фольклорист. Вот. Ну, все равно семья, конечно, сформировала. Семья всегда была связана с областью культуры. И когда мама моя в аспирантуре училась, в 5 лет я переехала вместе с ней жить в общежитие МГУ, в высотку вот эту на Ленинских горах, и 3 года там жила. В 1 класс я пошла в Москву. И, естественно, мы посещали большие музеи. И мое детство было наполнено вот этими воспоминаниями. Мама приобрела 2 больших тома «Мифы народов мира». Они были богато иллюстрированы. С детства я листала вот эти энциклопедии и читала с удовольствием. Открываю, картинка какая-то понравилась, заинтересовал сюжет. Я начинаю читать, что это такое. Оказывается, это, например, божество вулкан, да, античное божество, что это обозначало и так далее. Ну, с этого, наверное, потихоньку я пришла в эту область, в область искусства. Если идти вот по моему образованию, я закончила Якутское художественное училище, потому что я думала, что стану живописцем. А в училище вы пошли после 9 класса, да, сразу? Да, потому что я точно понимала, что в институт Репина поступают исключительно после художественного училища. После школы невозможно поступить. Вот. И после училища я поехала в Петербург, хотя на тот момент и в Красноярске был институт, и в Москву могла поехать. Ну, такая была романтика. Это культурная столица, Санкт-Петербург, институт имени Репина, ныне академии мы называем. Вот. Я туда пришла и провалила экзамен, не смогла поступить. На живопись поступили? Да, и поступила в институт Герцена на факультет изобразительного искусства, для себя решив, что годик я поучусь, и на следующий год я буду поступать в институт имени Репина. Так завертелась учеба, а учеба у нас была очень интересная, потому что институт отличается от университета тем, что университет дает такое широкое панорамное образование. И большое внимание было уделено именно изобразительному искусству, искусствоведению. У нас лекции проходили в Эрмитаже каждую неделю, в Русском музее. Конечно, это все меня захватило, завертело, и я с удовольствием вспоминаю вот годы своей учебы. Это, конечно, годы становления. А потом, когда я сюда приехала, устроилась преподавателем. Вот, преподавала в художественном училище. А преподавали вы живопись или уже историю я искусства? Преподавала и живопись, и рисунок, и историю искусств, такая многостаночник. Еще была технология живописи, новый предмет ввели в училище. Как делать подрамник, например, как натягивать холст, как грунт как грунтовать, из чего состоит краска, да, какие техники бывают. Как их правильно смешивать, это тоже очень интересно. Да, и тем более никто до меня этот предмет не вел, я полностью погрузилась в этот предмет, тоже очень интересный предмет. Преподавание мне очень много дало. Вот, во-первых, умение держать внимание. Когда приходишь к ребятам, да, и это внимание очень легко потерять. Да. И самое главное, чтобы вот огонь в глазах детей, которые только пришли в художественное училище, он не потух через полгода, чтобы он у них продолжал гореть. Вот, конечно, преподавание – это очень интересная сфера деятельности. Почему я пришла в музей? Потому что, наверное, почувствовала, что я устала говорить.
я хочу действовать. Вот в музее есть возможность формировать культурную жизнь города, республики. Напрямую на нее Да, влиять. напрямую влиять. То есть если я об этом до этого говорила, убеждала, рассказывала с большим интересом, то я потом уже стала это делать. Вот поэтому я пришла в музей. А когда вы в последний раз писали сами? Наверное, 2006, может быть, 2008 год. Писала я в основном своих близких, любила портреты писать, ну и, естественно, пейзажи. Маслом, да? Да, это была масляная живопись, и пастелью работала. Поэтому, соприкасаясь реально с созданием, да, вот живописи, я очень четко понимаю, какие задачи стоят. Это же очень сложно. Например, нас учили академической живописи, академическому рисунку, рисованию с натуры. Когда стоит перед тобой задача создания собственного произведения, не натурного, то есть это не постановочное рисование, а создание чего-то своего собственного, вот тут вот встает очень серьезный вопрос перед человеком. Художник – это человек, который имеет за плечами багаж и есть что высказать. Поэтому, наверное, художники становятся люди уже зрелые. То есть люди, которые имеют жизненный опыт, только тогда получается вот это слово художественное, высказывание. И оно должно быть не просто высказыванием, а чем-то новым. То есть это не продолжение традиций, это же не народное искусство, это авторское искусство. Вот это, наверное, самое главное, что художник должен найти себя, свой путь, сказать новое слово. Но не исключен тогда такой вариант, что вы вот поработаете в музее, а потом когда-нибудь через годы почувствуете в себе уже необходимость художественного высказывания. Все может быть. Ну, на самом деле, это еще большая практика. Для художника рисовать – это как дышать. Вот Афанасий Осипов. Он ездил отдыхать на море, с этюдником он ездил. Он не мог себя представить не рисующим. Настоящий художник, он не работает, когда рисует, он живет. Как мы дышим. Вот это очень важно. То есть вот этот навык все время совершенствовать, только тогда вот человек, наверное, доходит до того максимума, который он может показать и высказаться. Ну и вообще как-то художник, который стал искусствоведом, это вот, ну, не типичная какая-то история, мне кажется. А мне кажется, это очень органично. Я очень многих знаю музейных сотрудников, искусствоведов, которые заканчивали художественное училище или какое-то вот такое образование имели художественное. Это дает базу понимания основ. Ведь в произведении все важно, до силы нажатия кисти, карандаша, все как бы возможности изобразительных средств, они, когда на практике ты познаешь, ты больше понимаешь. И вот чем меньше, чем ты более ограничен в художественных средствах и максимум можешь выжать из этого, в этом тоже является особая сила художественного произведения. Поэтому вы графику изучали так пристально. Да, я всегда вспоминаю Николая Курилова, юкагирского художника, очень талантливого, который вот как раз, мне кажется, в своем творчестве высказал вот эту мысль, когда максимум смысла, максимум эмоционального такого высказывания, минимум средств при этом художник использует. Я прочитала вашу работу про счастье как семантический код. Валериана Васильева. Да, Валериана Васильева и Мунхалова. Да, там две работы сравниваются. А насколько, считаете, художник должен сам понимать, что он хочет высказать, или он в этот момент становится неким там проводником, и уже искусствовед объяснит, что там на самом деле художник имел в виду? Да, я думаю, что все-таки искусство, оно не имеет, во-первых, границ. Вот произведение это всегда имеет многослойность, и каждый раз, и с каждым, скажем, десятилетием смысл, он как бы накапливается. Произведение живет своей жизнью отдельно от художника. Это мы должны четко понимать. Настоящее произведение искусства, оно никогда не поставит точку в его анализе. Невозможно точку поставить в его анализе. Оно всегда будет обрастать
ассоциативным рядом, смыслами. Вот это как раз свойство очень важное любого художественного произведения. И вообще любого искусства. Да, и вообще, в принципе, искусство. Поэтому художник, да, это человек, который не только рационально мыслит, логически, там очень много интуиции, там очень много такого импульсивного понимания того же сюжета, и он, возможно, не сможет так вербально, да, все это описать, разложить по полочкам, как делаем мы, искусствоведы. Но большое счастье вот, видеть и понимать искусство. Ну, смотрите, так получается, ведь у вас такая, искусствоведов имею в виду, да, такая миссия отличить произведение искусства от поделки, например, да? Это вот как, ну, если по аналогии с литературой, как литературный критик должен отличать там бульварное чтиво, как это говорится, да, от произведения искусства, действительно. Когда речь идет о современном искусстве, понятно, что искусство, которое вот висит в стенах музея, оно уже прошло некую там экспертизу временем, да. Есть такое понятие, во-первых, насмотренности. Мы еще говорим, имеет глаз, да, человек. Профессионализм, без этого никак, знание, искусство. Как вот отличить? Во-первых, подделка от подделки рознь, можно так сказать. Есть сувениры. Это не подделка, это сувениры. Это абсолютно другая ниша. Вот. А есть произведение искусства, оно не является сувениром. Продаются картины в каком-нибудь салоне художественном. Это тоже живопись маслом, да, но она абсолютно другого характера и назначения. Это сувенирная продукция. Ну вот тут опять же, с одной стороны, если все выполнено по канонам, по канонам, сказать. Нет. Да. В искусстве канонов не должно быть. Если искусство входит в каноны, это уже не искусство, это уже субстракт. Вот почему мы критиковали, да, скажем, и всегда вот такая временная есть спираль, да, и в истории человечества, в истории искусства. Помните, было время, мы все советское искусство критиковали, о, это соцреализм, а сейчас как мы это воспринимаем, да? Ну, конечно, там были и, скажем, произведения, мимо которых мы проходим абсолютно, да? А есть произведения, которые являются высказыванием эпохи. Я всегда люблю сравнивать произведение искусства такой капсулой времени, таким посланием, да, человечеству в будущее. Как мы отбираем? Ну, это, наверное, и художественный, тут такой симбиоз и художественной интуиции, и насмотренности, и понимания искусства, и профессионализма. А если говорить о комплектовании музейной коллекции, то это и знание коллекции. Например, мы прекрасно знаем, да, что у нас представлено вот, творчество художника. Но вот его ранних работ, 90-х, переломных, нет, нам надо их закупить. Или наоборот, да, у нас представлено вот, срез искусства 90-х полностью, да, а вот именно, например, гобелены отсутствуют или керамика. Это мы называем лакуны в коллекции. Вот такие как бы полностью черные пятна, да, в коллекции, и мы должны их заполнить. И мы вот изучаем, что нам необходимо, например, приобрести. Мы как Государственный музей должны представить полный спектр развития искусства, культуры, да, а не обрывочный. Если бы мы были бы какой-то частной, да, например, галереей, мы могли бы сузить рамки и только поставить фокус. Мы собираем определенную какую-то, по какой-то логике. Да, у нас... Ну, галерея наивного искусства. Да, да, да. А у вас должен быть прям полный срез, полный... Конечно, чтобы объективное представление было о развитии искусства. Вот представляете, в советское время шло комплектование. И, например, бы не уделялось абсолютно внимания иконам. И у нас была бы абсолютная лакуна. Хорошо, что были музейные сотрудники, искусствоведы, которые понимали, что это уходящий такой вот вид искусства, его нужно собирать. А был же период, когда абсолютно не собирали народное искусство. Ее стали собирать достаточно поздно, когда уже стали понимать, что это уже уходящее. А чего сейчас больше всего не хватает в музее? В плане комплектования? Да. Ну, я тут не остановлюсь, очень много чего не хватает. Например, я считаю, что нашему музею необходимо большое внимание и народному искусству уделять.
например, традиционному якутскому серебру, хорошую коллекцию я бы хотела бы здесь видеть. Если посмотреть нашу экспозицию, мы видим русскую классику, видим советское искусство, а рубеж веков отсутствует. Нет ни авангарда, ни мир искусства, ну то есть перехода у нас символизма, ничего нет, абсолютно не представлен. Если дальше идти, мы смотрим очень хорошая коллекция советского искусства, это благодаря общей государственной политике, то потом 90-е, 2000-е у нас Россия вообще практически отсутствует. Но мы, как Национальный художественный музей, конечно, всегда приоритет делаем, если есть возможность комплектовать, это искусство Якутии. Это наша самобытность, это то, что нас отличает от других музеев. И это большое достижение, то, что наш музей имеет хорошую коллекцию искусства Якутии. И не просто имеет, он представляет, то есть он имеет площади достаточные, чтобы развернуто показать историю изобразительного искусства. Предела совершенства нет. Конечно, хочется сейчас и современных художников покупать. Выделяются же какие-то деньги, да, музею на закупку. Хочу сказать большое спасибо. В этом году правительство выделило деньги на комплектование всем государственным музеям. Последний раз у нас была такая возможность в 2013 году, 9 лет тому назад. Ага. За счет того, что мы непосредственно, очень тесно работаем, общаемся с художниками, якутскими художниками, мы имеем возможность отрабатывать, как мы говорим, отрабатывать, мы имеем возможность комплектовать за счет даров. Нам дарят художники. И это великое дело. Тот же Афанасий Осипов сколько подарил произведений республике. Потому что Государственный музей хранит наследие, художественное наследие республики. Последний такой большой дар скульптор Семен Прокопьев подарил нам 36 произведений. Это, можно сказать, вся его творческая жизнь. А где вы это все храните? У нас есть хранение. Наверное, замечали, что здание большое, половина экспозиции занимает половину, вот как раз фонды. И эти фонды делятся у нас по коллекции. Есть специалисты, хранители, например, хранитель живописи, хранитель скульптуры, которые тщательно учет ведут и хранят вот эти предметы. Какое прекрасное слово «хранители». Они так и называются? Да, у нас есть еще главный хранитель. Главный хранитель вот, это руководитель этого отдела большого, где находятся и реставраторы, и специалисты по учету, и по хранению предметов. На самом деле и инженеры по климату контролю тоже должны туда входить. Это большой блок работы музея, невидимый для посетителей. Но, на мой взгляд, музей должен всегда актуализировать это наследие. Мы же как бы имеем дело с предметами прошлого, а мы должны их делать необходимыми и интересными для современного человека. Вы ведь еще довольно, музей, имею в виду, довольно часто выезжает. Да, в прошлом году мы ездили в Татарстан. Да, я там с была большой выставкой. на выставке. Я бы не сказала, что мы так часто ездим, как хотелось бы. Вот. Ну, в прошлом году, я считаю, большая выставка была от Аланхок «Пространство творчества», которая показывала искусство Якутии. Среди нас живут очень талантливые люди. И это наше достояние республики, искусства Якутии. Мы этим можем гордиться. И показывая нашу скульптуру, живопись, работы народных мастеров, косторезное искусство, это вызывает восхищение, неподдельное восхищение у профессионалов и у обычной публики. Поэтому надо обязательно возить серьезные музейные проекты и в большие города, и в малые города, и России, и за рубеж, показывая искусство Якутии. Ну, нас и воспринимают как очень интересную национальную республику с богатыми культурными традициями, но профессиональное искусство всегда говорит о том, что это республика
имеет потенциал. Вот любое национальное искусство, да, в национальных республиках, будь то там национальный театр, национальная литература и так далее, все равно всегда стояло неким, ну, особняком, что ли, вот, в отличие от того, что Западного. от западного, от там, российского ведущего, вот как-то так немножко в стороне. Но это вот, ну, это национальный театр, ну, это вот их национальное искусство. Вот такое вот немножко как старшего брата, что ли, отношение. Вот замечали вы такое или только со стороны так кажется? На самом деле живопись Якутии давно вышла из вот этого национального, да, как бы в негативном, местнячковом таком Да, ну вот, характере. вот смотрите, вот у бурятов, например, есть Даши Намдаков, да, вот, который там и на Западе, Да, и везде, да. вот он уже А вы не бесспорно забывайте, у ценен. нас был Мунхалов, был Осипов, которые были на общесоюзном уровне известными художниками. Если сейчас говорить о современном искусстве, я точно могу назвать несколько имен художников, живущих среди нас. Они точно общероссийского уровня художники. Если про мировой уровень говорить, я уверена, если их показывать, например, в музее Германии, нас приглашали, почему я говорю про музей Германии, да, были очень заинтересованы, то известность приобретется это. Их же просто не знают и не видят. Но если мы покажем, большой интерес вызовет. Оно у нас национальное не в таком вот местечковом каком-то, да, понятии, оно национальное в плане самобытного. Вот почему художник должен быть интересен? Он только интересен своим неповторимым авторским таким вот почерком, лицом. Почему я говорю, что художник должен сказать что-то новое? Он может сказать свое только, ну вот будучи якутским художником. Я думаю, что якутский художник должен опираться именно тоже на свое. Ну, тогда будет интересен, тогда может что-то сказать. И не надо думать, что это должно делаться как-то регулярно, да? Ну, каждую там пятилетку. Это же идет наращивание. Ну, якутская живопись, я считаю, у нас очень серьезные, хорошие художники, может, скромные очень, да, они сидят и ждут, когда будут их продвигать, да. Вот наша задача музея искусствоведов, конечно, говорить, писать, показывать наших художников. А должен ли художник быть голодным? Я думаю, должно быть все. Потому что художник, повторюсь, должен иметь багаж. Но если посмотреть обычную историю искусств, очень много придворных художников. Тот же Ван Дейк, тот же Рубенс, это придворные художники были, а были глубоко имеющие такую трагичную судьбу художники. Искусство, оно такое же разнообразное, как и жизнь. Поэтому должно быть все. И тут нет правил, и не должно быть. В детстве попали в большие музеи. Какая картина вас завлекала, завораживала, на что вы любили смотреть? Конкретной такой картины нет. Может быть, несколько. Совсем детские воспоминания. Конечно, я помню Рубенса «Вакханалия». Картина, которая заставляла улыбаться и с интересом разглядывать. Я помню, как в детстве посещала ГМИ имени Пушкина. Это Государственный музей изобразительных искусств, музей в Москве находится. На Остоженке. Там скульптура до сих пор стоит. Скульптурное изображение монаха в капюшоне. И я с детства заглядывала ему в лицо. Вот это я запомнила. А так, когда уже стала подростком, конечно, я увлекалась импрессионистами. Я читала очень много книг Анри Перюшо про Ренуара, про Мане, про Тулус-Латрека. И вот эти судьбы очень интересные. Вот, кстати, насколько важна среда? Потому что понятно, что вот те же импрессионисты, они бы не возникли, может быть, если бы не было вот того Монмартра. Вот. Среда очень важна. И она формирует человека, конечно. И время формирует. Мы сейчас, когда к вам ехали, увидела я наконец-то эту голову несчастную Акода, да, которую вы тут приютили. Вот. Прекрасная голова, прекрасный арт-объект. Насколько нужно к этому готовить
вообще людей, потому что Общество. понятно, что то, что произошло, это произошло в том числе из-за недостатка работы, может быть, вашей и нашей. То, что искусство вызывает дискуссии, я думаю, это очень хорошо. Когда мы проводили биеннале современного искусства, нас очень много обсуждали. Я думаю, что это прекрасно. Так и должно быть. Искусство современное, оно и характерно тем, что вызывает бунт, возможно, да, вызов обществу. Это характерная черта современного искусства. Если говорить о голове испанского художника Акуды, «Первобытный мираж» называется, но это большое достижение и нашего музея. Наш город Якутск и республика имеет арт-объект этого крупного художника современного. В России нет арт-объекта Акуды, есть муралы небольшие в Москве. Вот, поэтому это большой успех. И обидно же, что он теперь на задворках музея-то. Может быть, я как музейный сотрудник, может быть, как-то... Я воспринимаю это вполне даже и логично, и нормально. Обиды я никакой не ощущаю. В произведении всегда есть своя какая-то судьба, своя жизнь. Вот когда рождается объект, по-разному поворачивается жизнь. Мало кто знает, что Боттичелли, один из красивейших художников эпохи Ренессанса, он был забыт на несколько веков, потом его открыли. Вот как можно представить, что эту красоту абсолютно забыли и не поняли, и считали эклектикой. Этот объект, он у нас самое главное есть, и он обязательно будет представлен. То есть от этой судьбы он не уйдет, он все равно покажется на общественном месте. Вот вы вспомнили про биеннале, действительно это было такое очень заметное событие. Ну, судя по названию, которое вот вкладывается в смысл биеннале, оно должно происходить, типа раз в 2 года. Да. И почему? Последний раз в 2018 году проходила, следующий, значит, в 2020 году должна была состояться биеннале. Мы к ней готовились. В марте 2020 года случилась пандемия. Биеннале невозможно проводить онлайн. Биеннале — это крупное, масштабное, массовое мероприятие, которое связано обязательно с привозом международных каких-то художников. Вот. И нам показалось, что в этот период мы можем спокойно взять паузу. Но мы не просто взяли паузу. Совместно с Гёте-институтом на базе Дома художника мы впервые в республике открыли арт-резиденцию. Это тоже форма очень популярная работы с современным искусством, только более камерная. Когда потихонечку спадает пандемия, мы будем готовиться к новому биеннале. Так как это очень серьезный, масштабный фестиваль искусств, естественно, здесь нужны финансы. Вот последнюю биеннале мы провели вот так вот громко, благодаря тому, что выиграли грант фонда президента. Вот. До этого мы получали грант Потанина. И на самом деле, если необходима вот такая регулярность вот этого фестиваля, то необходимо и регулярное финансирование. Продолжая тему современного искусства, а вы читали, кстати, Айфак Пелевина? Нет. Нет, да? Там просто весь сюжет построен как раз вот вокруг современного искусства, и центральная мысль, как у него иногда бывает, такие парадоксальные, в том, что какой-то мазок или условную банку Кока-Колы в произведении искусства превращает только вот эта вот аннотация искусствоведа, которая рядом висит. Вот как вам такая мысль? Мы каждый день встаем, умываемся и чистим зубы. Представьте это действие на сцене, если это будет делать артист. Он может это делать комично, он это может делать еще, наоборот, драму там представить и так далее. Поэтому то, что представлено, вот тот же мазок или случайные капли на холсте и в музее, оно уже априори становится объектом современного искусства. Но я хотела бы начать с другого. Самого известного, наверное, абстрактного произведения «Черный квадрат» Малевича, который вот обычный, скажем, обыватель считает, что я тоже могу взять черную краску, кисточку, нарисовать такой же черный квадрат.
Вот почему это является таким шедевром искусства. Вот история искусства, она шла по своей спирали. И что такое была живопись? Живопись все воспринимали как искусство изображения. Но искусство так развивалось, помните, потом импрессионисты появились, они не просто изображали предметы, они как бы пытались динамику туда вдохнуть, жизнь, трепет воздуха, света. Потом дальше пошли фависты, которые стали экспрессию, динамику какую-то, да, вводить в холст. И так по спирали художники дошли до того, что поняли, что живопись, она как музыка, она не должна ничего изображать. Вот мы получаем удовольствие от звука, от мелодии. Также и живопись, она может состоять просто из мазка, из линий, из капель, из соцветий различных цветов, колорита. Кандинский вот стал писать абстрактные такие полотна. А Малевич просто поставил черную большую точку на изобразительность в живописи. Он сказал, живопись – это не искусство изображать. Понимаете? Это был его манифест, что живопись не заключается в способе изображения реальности. То, что цвет, он сам по себе прекрасен. И цвет, и линия, и точка. И с помощью вот этих средств, ритма, композиции можно создавать искусство. Ну, про случайные капли. То, что вот я вам сказала, да, вот на сцене чистит человек зубы. Это то же самое. Это художественный жест, художественные высказывания, капли или там мазки какие-то экспрессивные, выполненные на холсте. Конечно, когда это делает художник, и, кстати, всегда это чувствуется, когда художник прошел очень хорошую школу академическую, а практически все импрессионисты, они пытались рисовать реально, с натуры, а потом доходили до своих новых поисков и новое слово говорили, да, свой почерк. Ведь бумага, белая плоскость – это тот же инструмент, как скрипка. Вот художник, он играет как на скрипке на этом белом листе, даже брызгая каплями. Опять возвращаясь к якутскому художнику Николаю Курилову, посмотрите его работы, они очень просты. Там белый лист бумаги и линия, да, просто она превращается в пространство, оно прорывает этот лист, оно становится горизонталью, светом, тенью, предметом, и мы прямо это видим и чувствуем. Поэтому надо, конечно, наверное, если вам интересна тема искусства, читать, много ходить, смотреть, приходить в музей. С холстом и краской понятно, допустим, да, а если это инсталляция, например? Инсталляции тоже рознь. Тоже все зависит от художника, да? Конечно, да. От того, кто это делает. Да. Это умение работы в пространстве. Прекрасные инсталляции, кстати, умеют делать именно театральные художники. Это не случайно, потому что они понимают, что такое пространство, что такое свет, что такое освещение, воздух. И на самом деле обращаются к нашим очень простым чувствам. Но если опять я приду к белому листу бумаги, да, вот если мы просто возьмем ручку и проведем горизонтальную линию, у нас сразу возникнет небо и земля. У любого человека. То же самое в инсталляции. Это умение и понимание как бы создания пространственных конструктивов и вложение в них архетипических таких вот мыслей, которые понятны любому человеку, при этом имеют глубинный потенциал, как я сказала, каждое произведение с каждым десятилетием оно становится все более насыщеннее и обрастает вот этими смыслами. Вот в этом, наверное, сложность создания настоящей хорошей инсталляции, чтобы она действительно стала произведением искусства. Знаете, на одной выставке в Москве я видела, там был выставлен просто пепел, несколько белых значит, холстов, и там просто вот пепел, баночки, и без вот этой расшифровки о том, что это значит
художник, который работал в Чечне в какие-то там годы, сжег свои работы, написанные в это время, и вот этот пепел, значит, он вот выставил. Вот без этой бумажки было бы совершенно непонятно, что это. Да, есть такое. Вообще, на самом деле, и я давно об этом говорю, что сейчас концепция и концепт в искусстве затмевает само искусство. И это абсолютно неправильно. И на самом деле это беда, прежде всего, я бы сказала, западного искусства. А вот благодаря, вот в Якутске, благодаря тому, что еще сохранились какие-то уникальные личности, которые глубоко работают над собой, они создают действительно хорошие, интересные произведения. Во все эпохи это были. Ну, давайте вот вспомним Эрмитаж. Многие были там. Вы же проходите через десятки произведений и не останавливаетесь. Останавливаетесь у некоторых. Я всегда, когда училась, задавала вопрос, потому что я хотела стать художником. Но это же кто-то когда-то жил, кто-то когда-то писал, кто-то создавал. Причем это произведение было куплено, оно сейчас помещено в экспозицию. Как это так? Да мы проходим, оно нас не задевает. Вот вы вспомнили произведение современного искусства с пеплом. Возможно, оно не останется, а что-то останется из современного искусства. Все, что мы видим, все, что представлено на современных выставках, оно же не все остается в истории. Само произведение, оно актуализируется с каждым разом. Возможно, и этот пепел. Мы будем каждый раз переосмысливать иначе. Если это выполнено талантливо, умно, да прожито художником, то невозможно мимо этого пройти. Это всегда останавливает. В допандемийные времена мы помним ночи в музее, помним разные тут лектории открытые и так далее, и так далее. Вернется ли этот формат? Конечно, обязательно. Потому что, я думаю, пустой музей – это удручающее зрелище. Я мечтаю, чтобы люди ходили в музей. Музей для людей. Мы для этого существуем. И как раз перед нами задача стоит вот актуализировать вот это искусство, актуализировать вот это наследие, чтобы оно стало интересно обычному человеку. Но здесь и в помощь соцсети. Пандемия, она нас поставила в такие рамки, когда мы были закрыты, и мы ушли полностью в онлайн. Там было много нового, много новых рубрик, я думаю, интересных. И, конечно, очень хорошо, когда ты приходишь в музей, немножко, хотя бы чуть-чуть подготовленный, хотя бы чуть-чуть, немножко в соцсетях вот зашел на сайт музея, да, или куда-то там в соцсеть, немножко почитал, потом пришел и познакомился уже с подлинником, с реальным произведением искусства, и уже вывод сам сделал. Мы обязательно должны вернуться к таким форматам, как «Ночь в музее», как «Ночь искусств». Более того, мы должны привозить крупные выставочные проекты, чтобы люди услышали о музее и пришли. Вы 2 года возглавляете музей, до этого работали здесь же заместителем. Вот за эти 2 года что такого удалось сделать принципиально нового? Недавно открыли галерею зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича с обновленной экспозицией. При этом мы привезли из Приморской картинной галереи выставку «Фландрия, Голландия. 3 века искусства». Я думаю, это событие для города, для республики. И вот такие выставочные проекты крупные мы будем дальше реализовывать. Сейчас планируем большую выставку с Третьяковской галереи. Наверное, заметили, что в городе появились баннеры, сити-форматы с изображением картин художников. Вот таким как бы образом мы попытались выйти в город, чтобы люди увидели картины якутских художников, знали их. И, конечно, обратили внимание и пришли к нам. Работаем с медийным пространством. Например, по нацпроекту «Культура» 3 года подряд выигрываем очень серьезный конкурс. Это мультимедиа-гид на платформе «Артефакт». Единственный сейчас в республике музей, кто имеет вот этот мультимедиа-гид «Артефакт»,
по постоянной экспозиции. На самом деле наш музей, конечно, всегда обращался и к новым технологиям. Самое главное такое достижение, наверное, мы стали музеем года, это премия главы, получили в конце 2021 года. Это большая победа всего нашего коллектива. Вы сказали «музей для людей», это звучит как слоган, очень мне понравилось. Но раньше всегда музей это было такое интеллигентское развлечение. Согласна. Он был не для всех людей, а это все-таки ходили люди Определенного круга. Определенного круга, да. Я согласна, да. Сейчас вот должно ли так продолжаться, или вы пытаетесь вот... Нет, конечно, мы немножко политику меняем в области работы с аудиторией. На мой взгляд, музей должен быть для всех. Если до этого действительно мы делали выставки больше для интеллектуалов. Наверное, заметили, что в последнее время мы привозим и мультимедийные выставки «Ван Гог» в прошлом году. Например, к Хэллоуину мы выставку очень интересную привезли с стереофотопортретами. Перед нами стоит задача, чтобы человек пришел сюда, придя сюда, чтобы он приходил сюда каждый раз. Поэтому жизнь здесь должна как бы кипеть. На самом деле музей должен быть, конечно, современным. И он обращается к современному человеку. Как раз и задача наша — привлечь современного человека и научить его ходить в музей, разбираться в искусстве, любить это искусство. И если мы упустим этот момент, упустим поколение, то потом мы просто, музей может уйти куда-то в тень. А в тень музей не должен уходить. Желаю вашему музею, чтобы он никогда не уходил в тень, чтобы сюда приходили люди. Спасибо большое. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.